Здравствуйте, дорогие друзья! Провитание. В этот по-настоящему жаркий летний день мы отправились в очередное путешествие и приехали в очень уютный, милый и даже немного таинственный город. Ну, Ваня, я спадзяюся, што ад спякоты нас хоць крыху уратуе возера, а возера гэта Лепельскае, вы, напэўна, ўжо здагадаліся, таму што мы стаім каля цмока, а цмок у нас адзіны ў Беларусі, і ён менавіта тут, у Лепелі. Ну, если есть такое милое, очаровательное создание, совершенно точно должна быть легенда, которая связана с его появлением здесь. Безумоўна. Я табе ее распавяду. Ну, па-першае, адкуль з'явіўся тут у Лепелі цмок? Так. Ну, напэўна, усе ведаюць і чыталі Владзіміра Семёновича Караткевіча «Христос прызямліўся ў гародні», і якраз там ёсць легенда пра гэтага цмока, і ён з тых часоў і ўжо стаў такім, ну, брэндам, напэўна, Лепеля. Дык вось легенда. Як заўжды, з сівых часоў, калісьці была такая традыцыя ў маладых, калі вось яны ажаніліся, трэба было неяк задобрыць гэтага звера. Яны выплывалі на Лепельское возера, на самый центр, дзе было глыбока, і трэба было з вясельнага стола пакарміць яго, і тады будзе табе сямейнае шчасце. То есть первым не тесть попробовал еду со стола. Цмок. А цмок. Цмок, і, дарэчы, ён з'яўляецца захавальнікам прэснай вады. Ну, пресной воды здесь действительно очень много. Если нам повезет, то мы даже в конце нашей поездки, может быть, и окунемся в Лепельское озеро. Действительно, о нем ходят самые настоящие легенды. Но еще не меньше удивительных объектов находится в Лепеле. И как-то вот всегда между Минском и Витебском проезжаем этот город, а сегодня есть возможность в полной мере насладиться его красотой. Сапраўды, мы зараз пойдзем наведаем касцёл. У нас дзіўная, просто дзівосная краіна, таму што побач і нейкія такія старажытныя істоты міфічныя жывуць, і адразу побач ёсць касцёл. Туды і накіруемся адразу. И 585 лет в 2024 году исполняется Лепелю. Так. Ваня, нарэшце я трапіў у гэты касцёл, быў неаднойчы ў Лепелі, але ўсё неяк, абыходзіў, і ён такі невялічкі, здаецца, але вось тут вельмі і вельмі утульна. І мы ведаем з Іванам, што касцёл вядзе сваю гісторыю з 19 стагоддзя, і больш падрабязна нам пра яе распавядзе мясцовая жыхарка, прыхажанка Татьяна Орловская. Татьяна, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Ну, вы ошибаетесь, что с 19 века только. На самом деле приход был создан 420 лет назад. В этом году мы отмечаем 420-летие этого прихода. Да, по приказу Льва Сапеги был построен здесь костел. И он сгорел в пожаре 1833 года, пол Лепеля сгорело. Вот. И долгое время молились в деревянной часовенке, а потом местный помещик Мальчевский выделил деньги на строительство этого храма. И вот построен такой храм в классическом стиле. Но, к сожалению, в 1936 году он перестал быть храмом, его передали советской власти, и тут были разные учреждения, потом он вообще бесхозный стоял, этот храм. А в 1986 году его передали опять католической церкви. Здесь очень много святынь. Настоящая сокровищница такая в центре Лепеля. Ну вот к 420-летию прихода ксёндз организовал музей небольшой, где собрал вещи, которые дороги нашим прихожанам. Прихожане сами приходят, приносят их. Вот.
И там много действительно вещей, которые достойны не только нашего небольшого местного музея, но и действительно настоящего музея. Там молитвенники старинные, иконы старинные. Вот. Ну и кроме того, привезли мощи святых, в том числе вот святого Казимира, этот костел во имя святого Казимира Королевича, и его мощи здесь. У алтаря размещена частичка креста Господня, на котором был распят Иисус Христос. И вот приготовлено еще место, нам привезут частичку одежды Иисуса Христа. Вот. И мы имеем возможность обращаться к этим святыням, молиться им. Што я заўважыў у вашым касцёле і нідзе, Ваня, я такога не бачыў, колькі ўсяго разнога з дрэва, нават лавы, вось такое я бачу упершыню. Да, местные жители у нас занимаются, станции вы видели, тоже вырезанные из дерева. И, кроме того, и выкованы некоторые вещи. Наш ксенц тоже коваль, в том числе. А ворота вы видели, какие красивые? Да, мы через них как раз. Да. Ну и не каждый храм может похвастаться, позволю себе так сказать, копией «Тайной вечери». Кстати, эта картина написана совсем недавно, в этом году. Это местный житель, художник Савченко Сан Саныч вот такую копию сделал, ее повесили, и очень она привлекает туристов. Я дежурю иногда здесь в костеле, ну, чтобы храм был открыт, чтобы люди могли прийти, посмотреть. И люди идут и идут, очень неприятно это. Вот и мы прикоснулись. Так, сапраўды, ну, вось касцёл мы ўжо паглядзелі, пазнаёміліся, трэба наведаць таксама яшчэ адзін ваш старажытны храм, і зараз, напэўна, пойдзем туды. Спасибо. Дзякуй. Спасибо. Вот мы оказались в древнем удивительном храме великомученицы Параскевы Пятницы. Сергей Лишкевич настоятельно здесь встречает. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите немного о его истории. И удивительно, конечно, то, что это все из дерева. Таких храмов у нас в Беларуси единица, а может быть и нет. Потому что он храм обетованный, то есть построен по обету за одни сутки. Вот. Храм 1868 года постройки. В свое время у нас в городе был большой мор, люди умирали. Ну, как всегда в жизни бывает, сразу обратились к врачам, потом на свои силы надеялись. Ну и как всегда в жизни, в последнюю очередь к Богу обратились. И знали, что есть такая великомученица Параскева Пятница. Вот, она очень сильно помогала народу Божьему. Тот, кто к ней обращался в молитвах, она была помощницей в этих духовных делах. И народ Лепельский обратился к ней в молитвах, пообещал построить храм. Отец Сергей, а храм старажытны, але ці захаваліся з тых часоў нейкія святыні? Храм был закрыт до 1944 года. Поначалу была и тюрьма для кулаков, вот, и была столовая. Вот, предание говорит, что во время войны немцы загоняли лошадей во время непогоды. Но в 1944 году храм был возвращен нашей матери церкви. Вот, и то, что люди смогли уберечь при закрытии, вот, они, слава Богу, возвратились в наш храм. Но самое главное, наверное, это икона Божьей Матери Адигитрия Смоленская. Также образ неокротворенного образа Христа Спасителя. Ну и, конечно, образ самой Параскевы Пятницы, который мы можем наблюдать в Киоте. Также есть древняя икона Святителя Николая, которую очень люди любят и тоже обращаются к ней в молитвах. Отец Сергей, огромное спасибо за этот интересный рассказ, за то, что позволили нам здесь оказаться. Ну и священник, конечно, в таком небольшом городе, как Лепель, на расхват в прямом смысле слова, поэтому не смеем ни на секунду вас больше задерживать. И спасибо, да, что позволили нам это все увидеть. В 1898 году в Лепеле открылось производство по переработке спирта. Работало здесь 17 человек. Ежегодно выпускали 33 тысячи ведер.
Для этого предприятия и было построено здание виноочистного склада. После закрытия производства здесь располагалось уездное земство, выборный орган народного самоуправления, а затем и советские органы власти. Само же здание претерпело значительные перестройки, особенно в годы работы в нем педагогического техникума. С целью расширения учебных помещений надстроили второй этаж. Здание пережило Великую Отечественную войну, существует и сегодня. Теперь в нем открыт Лепельский районный краеведческий музей. Ваня, мы трапілі ў такі музей, дзе з першых крокаў адразу хочацца сказаць «Вау!». І з намі сёння дырэктар Лепельскага раённага краязнаўчага музея Аліна Стэльмах. Добры дзень. Здравствуйте. Добрый день. Дарэчы, хадзілі па горадзе і ні ў кога не запыталіся яшчэ, адкуль пайшла назва Лепель, а гэта наше традыцыйнае пытанне. Версий точной нет, но существует несколько вариантов версий, что Лепель от древнебалтского лепле, лепейне, озеро, покрытое белыми лилиями и белыми кувшинками. Действительно, Лепельское озеро состоит из 3 частей, одна из его частей называлась Белая. На озере есть белые и желтые кувшинки. Согласно другой версии, что Лепель от финно-угорского озера среди липовых аллей или ольховых аллей. Но мне лучше нравится легенда красивая, которая рассказывает, что ехал однажды путешественник, видит красиво, пышно. Он воскликнул: «Ой, як тут пышно!» И назвали это место Пышно. У нас есть деревня Пышно. Едет дальше, спускается с горки, а там гладь озера блестит. Он говорит: «Ой, а тут яшчэ лепей». И назвали это место Лепель. Прыгожа. Ну, у Лепелі ўсё лепей. Так? Лепель. Кажуць так, напэўна, мясцовыя, не? Опять же, мы когда гуляли по городу, обратили внимание на то, что у вас в самом центре установлен памятник Льву Сапеге. Его непосредственно пребывание здесь связано с историей Лепеля. Ну, непосредственно Лев Сапега является основателем нового или нынешнего Лепеля. В начале 1439 год, 1503 упоминание – это нынешний Старый Лепель. А на южном берегу Лепельского озера, нынешнем, вот место, где сейчас расположен Лепель, мать Льва Сапеги имела эти земли и принесла в наследство Ивану Сапегу, своему мужу. После смерти родителей Лев Сапега делил наследство со своим братом и получил в наследство Лепельское имение. И тогда он в 1586 году покупает место Лепель, нынешний Старый Лепель, а в 1589 году велел на южном берегу Лепельского озера основать место Новый Лепель. Но первоначально оно долго называлось Новым Лепелем, а с XVIII века Лепель стал Старым Лепелем, а Новый Лепель стал просто Лепелем. Это удивительный музей, но пойдемте еще, может быть, погуляем по вашим залам. Я ведаю, што ў гэтым музеі ёсць такое, чаго ні ў кого няма. У нас в музее есть экспозиция, которой нет ни в одном музее республики. Это экспозиция, которая рассказывает о истории создания и деятельности Березинской водной системы. Березинская водная система построена в 1797-1805 годах для сплава леса и для перевоза грузов по водным артериям. Реально, это на месте старого торгового пути, о котором известно еще с XVI века и ранее, который должен был соединить между собой Балтийское и Черное море. Сёння вось бачым мы гэтыя фотаздымкі, прыгожыя макеты, нічога не засталося. На самой системе было построено 14 шлюзов.
6 каналов и 6 плотин. От шлюзов ничего не осталось. Дерево, материал недолговечный, он сгнил. Поэтому у нас вот даже одно бревно есть в экспозиции, то, что где-то можно на месте шлюза увидеть, как берега выложены, как колодцы бревнышками. Это место шлюзовых камер или шлюзов. Хотя сохранились каналы. Вот они, допустим, тоже Сергушский канал, он поражает своей красотой и тем, что он вот построен посреди болота, такое чувство, вот положили линейку, провели ее ровненько и построили при помощи тачки и лопаты. Каналы при допомозі тачки і рильовочки. А ми навіть зараз грядки ленимося зробити просто лопати, а люди канали рили. Традыцыйна мы завіталі ў дом рамёстваў і спадзяюся, што сёння з дапамогай майстрыц народных рамёстваў Вольгай і Наталляй мы нешта намалюем. І Вань, ну ты ўжо зразумеў, што мы будзем рабіць. Гэта маляванка наша знакамітая, сапраўдная беларуская, але адразу скажу, што яна неяк не традыцыйная. Увогуле яна традыцыйная, але ж са сваімі асаблівасцямі. Паколькі ў гэтым годзе нашаму гораду Лепелю спаўняецца 585 год, наша маляванка юбілейная да нараджэння нашага горада. І таму за аснову нашай маляванкі мы ўзялі такі незвычайны артефакт. Гэта посцілкі традыцыйныя з местачковым названнем, адеяло накладанное, у тэхніцы аднабаковый перабор. Это его мы видели с тобой, да, там висит у Так, вас в выставочном зале. Вельмі яскравая посцілка, якая у аснове таксама мае чорны колер, і на ім ужо распісваюцца ружовыя, чырвоныя і так далей кветкі па контуры. І цэнтральная кампазіцыя будзе Это царква. царква Параскевы, напэўна, Так, Параскевы пятніцы. Сёння мы паспрабуем дакрануцца да гісторыі сваімі ручкамі і таксама паспрабуем сябе ў тэхніцы маляванка. Именно докрануться, не больше, Сергей. Просто внесем невялічкі ўклад у юбілей горада. Ну, калі можна. Если что, вы нас прям по рукам кисточкой. Так. 8 нарэшце і сустрэліся з дырэктарам турінфацэнтра Лепель Нінай Васильевай, якая нам і арганізавала сённяшнюю экскурсію па Лепелі. Добрый дзень. Здрасте. Здравствуйте. Што гэта за вуліца, таму што вы нам тут прызначылі сустрэчы, бо тут ёсць цікавыя гісторыі і будынкі. Улица Володарская, она очень известна в городе, так как она, каждый житель расскажет о ней и знает, что эта улица называлась Еврейская. До 1933 года в городе Лепеле было 11 синагог. Осталась одна единственная синагога, деревянная, которая на данный момент, здесь находится жилой дом. Вось гэта сапраўдны будынак быў раней сінагогай. Да, яўрэйскі собачка, напэўна. Вот она сохранилась одна единственная. Но если я правильно понимаю, дальше мы пойдем по этой улице, то там, конечно, увидим архитектуру, которая будет напоминать о том, что этот город тоже был еврейский. Да.
Ребята, находимся мы на центральной площади Свободы. За нами находится здание, которое входит в список историко-культурных ценностей. Это узел почтовой связи, которому более 100 лет. Она выполняет функции и сейчас. Ребята, надеюсь, вам у нас понравилось. Конечно. Сейчас вы отправляетесь в стаи, где вас угостят клёцками с душою. О том, что на Лепельщине существуют клёцки с душами, мы, конечно, знали. О том, что это невероятно вкусное блюдо, нам неоднократно рассказывали. Но сейчас у нас появилась уникальная возможность не просто попробовать, но и самим поучаствовать в приготовлении. Ольга Шкиранда, руководитель народного клуба «Стайские прысмаки», нас встречает. Здравствуйте. Здравствуйте. И вот это все нам понадобится для того, чтобы уехать от вас сытыми, правда? Конечно, обязательно. Ну, еще поработать при этом. Ну, хто б сумніваўся. Я ведаю, что робить, можете нават Вы и не расскажете, Начинаем. почему они с душами, а мы пока... Ну, я так разумею, с душами, потому что яны як бы не пустые, унутрь Ну, потому укладывается начинка. Так, як кажуць, На Ваня, чым? абалонка вось гэта цела, а ўнутры Внутри душа, як І у калі кожнага ты- з нас. Да, і калі ты раз так відэльцем, а толь пара пайшла, Пара быццам пайшла. душа Смотри выходзіць. внимательно на терку, чтобы твоя душа не оказалась. Слухай, нормально. Усе клёцкі павінны быць кравёй. С мясом. С душой. А расскажите, пожалуйста, об обязательных ингредиентах, которые должны быть в этом блюде. Ну, это, конечно Картофель. же, картофель, грудинка, желательно такая, чтобы была наполовину, ну, одинаково сально-мясная. Потому что вы же все знаете, что сало такую сочность придает этой душе. Лук обязательно, чтобы его было побольше, тмин, семена Ён ёсць. укропа, соль, перец, чесночок, конечно. Это все мы вкладываем в душу. А наша сама клёцка, это, как говорят наши бабушки, драньё, Драньё. которую мы Ваня, потом... ты робишь некое драньё. Драньё, которое потом мы все это, конечно же, на марлечку отожмем. Так, ну как И у сок, нас а потом крахмал сок. мы гэты забираем? Конечно, обовязково. Отстойивается. Вот эту воду мы сливаем. Тот крахмал, который остался, мы добавляем в наше тесто. Чуть-чуть, конечно, некоторые добавляют муки. Кто-то... Скоро вечер. Давайте А что, после 6 никак, да? Давайте Ну, пока натрем картофель. Такой роскошный стол у нас появился благодаря вот этим красавицам, которые и научили нас готовить клёцки, и, будем откровенны, помогли большую часть из них приготовить. Ну, сапраўды, нарэшце адбыўся той момант, калі мы зможам пачаставацца вось тымі самымі славутымі лепельскімі клёцкамі с душами. Ну что, приступаем? Получается праздник сегодня? Ну, конечно, свято. У нас и так каждый день, а сегодня... Ухаживать вы же за господыни. хлопцами, конечно. Вы за нами, ну давайте. Ну, конечно, вы ж у нас же. Вы давайте. У гостях. Наши уже две что-то по одной. Я кому симпатизирую, тому и тримаю. Ваня, як аказалася, Лепельшина – месца, дзе здзяйсняюцца мары. Я нарэшце пачаставаўся клёцкамі. А ты что хотел? Ну, ты знаешь, я, так уж получилось, никогда не купался ни в одном Лепельском озере. Почему бы сейчас не исполнить еще одну свою небольшую мечту? Гэта дадому невядомае, і нас чакаюць новыя вандроўкі. До встречи. Пока. Пакуль.